Наиболее важные моменты послания президента Республики Казахстан. Будет подготовлена концепция управления государственными финансами, а то слишком акимы и министры надеются на заимствование из нацфонда, а он не бесконечный. Государство не будет помогать банкам, а будет помогать производственникам. Еще на год продлили программы «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса». Будет создана Национальная геологическая служба, то есть подведомственные организации Комитета геологии станут единым предприятием, нацеленным на поиск полезных ископаемых. Банкам нужно реализовывать залоги, эти активы должны будут поступить в оборот. В науке большие перемены. В базовое финансирование войдет зарплата ученых, и срок научных грантов продлят с 3 до 5 лет. Наконец-то эти проблемы решатся, а то уже сколько лет идут скандалы и проблемы. Новый подход в развитии городов будет закон об агломерациях. А то у нас поселки рядом с городом вне влияния города, а люди на самом деле работают, учатся, лечатся не у себя, а именно в городе. Особенно для Алматы это важно. Соответственно, нужна новая концепция миграционной политики. Прежние программы неэффективны по многим причинам. Да и надо привести в порядок внешнюю миграцию, особенно трудовую. Людям разрешат переводить свои пенсионные накопления на счет. Атбас и банк, то есть пенсионный счет, станет жилищно-сберегательным. Наверное, сам этим воспользуюсь. Очень важное для меня, Токаев обозначил, что в будущем с его углеродными налогами и ростом потребления электроэнергии для нас нет альтернативы атомной энергетике. И это правильно. Вслед за медиками и учителями будут повышать и другим бюджетникам зарплаты. Музейные работники, сотрудники архива, библиотек, технические работники, егеря, водители транспортных средств с 2022 года и ежегодно им будут повышать зарплаты на 20%. С 1 января 2022 года увеличивается минимальная заработная плата с текущих 42 500 до 60 тысяч тенге. Принято решение построить 1000 школ до 2025 года, что, учитывая вал рождаемости, очень правильно. В Алматы потребность 100 школ. На выборах в Мажилис и Маслихаты, видимо, будет еще квота на инвалидов. И в целом квоты будут не только на списке, но и на распределение мандатов. Ключевой в борьбе с преступностью будет борьба с мошенничеством. Я неоднократно писал, что мошенничество уже догоняют кражи по числу и намного опережают по ущербу. Так что это своевременно. Высказался Токаев и про языковую ситуацию. Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя. Ну и хоть отставки правительства не состоялось, хотя многие и ждали. Президент напомнил, все, кто сомневается в курсе главы государства, не справляется с работой. Возможно, хочет каким-то образом отсидеться. Уклоняется от выполнения поручений президента. Мне кажется, должны уйти с занимаемых постов.